24 октября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,02 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2159 до 10,12 сомони, 1 евро от 10,0238 до 10 сомони, 1 российский рубль от 0,1625 до 0,1645 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после выхода макростатистики в Китае. Это следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Цена на нефть марки Brent составила $90.85 за баррель, марки WTI $84.53 за баррель. Цена на золото в понедельник утром немного растет. Рынки пребывают в ожидании следующих действий от Федрезерва США и составляет $1659.75 за тройскую унцию. Размер среднемесячной номинальной зарплаты в Таджикистане в августе этого года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 14,7% до 1623 сомони со 100-903 сомони, сообщает об этом статведомство страны. Уровень же реальной зарплаты упал на 10,6%. Минимальная заработная плата остается на уровне 600 сомони. Сравнительно больше в республике в августе получили сотрудники банков и страховых компаний, где средняя зарплата составила 4949 сомони. Между тем, общая задолженность по выдаче зарплаты в Таджикистане с учетом прошлых лет начала сентября этого года составила около 28 миллионов сомони. Около 55% задолженности приходится на сектор добычи полезных ископаемых и 22% на транспортную деятельность и хранение грузов. Россия является стратегическим партнером Узбекистана в сфере информационно-коммуникационных технологий по многим направлениям, от образования до интернета. Об этом заявил РИА Новости в понедельник первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Олег Пекось. В Самарканде в понедельник открылась информационно-коммуникационная технология «Неделя». В ее рамках, в частности, состоится саммит информационно-коммуникационных технологий, выставка «Истехпром», форум «Digital Евразия». Участниками недели станут около 100 зарубежных компаний, а также международных и региональных организаций в области связи. Первый замглавы Мининформкома Узбекистана уточнил, что российские компании принимают участие в этой неделе по 3 направлениям. В частности, Яндекс, Мегафон, Русмарт и Натех поделятся опытом технологий цифровых трансформаций по направлению Smart City. По искусственному интеллекту отдельно идет работа со Сколково. Также с рядом российских участников в сфере образования отметил Пекось. По его оценке, участие IT-компаний из Российской Федерации в этой неделе в Узбекистане за последние 2-3 года выросло в 5-6 раз. То есть этот рынок и все условия созданы для того, чтобы компании развивались. И мы видим эту тенденцию каждый год на улучшение, считает Пекось. Казахстан нацелен использовать для диверсификации экспорта нефти Транскаспийский международный транспортный маршрут с 2024 года, когда в стране вырастет добыча. Об этом сообщил на брифинге министр энергетики страны Булат Акчулаков. По его словам, увеличение добычи нефти примерно на 12 миллионов тонн ожидается с середины 2024 года по результатам реализации программы проекта будущего расширения Тенгиза. Примерно какую-то часть этих объемов мы и должны будем начать полностью использовать для так называемых диверсифицированных маршрутов через Каспий, но до этого мы должны переговорить, готова ли та сторона принимать такие объемы нефти в свою нефтепроводную систему, отметил глава Минэнерго, слова которого цитирует Интерфакс. Министр уточнил, что для использования данного маршрута нужно будет достаточно большое количество инфраструктуры реализовать, включая не только трубопроводный транспорт и причальное хозяйство, но и увеличение количества танкеров на Каспий, которые могли бы перевозить данную нефть. Этот вопрос комплексный, нами детально изучается, резюмировал он. Сейчас Казахстан ежегодно экспортирует 65-67 миллионов тонн посредством 2 нефтепроводов КТК и Атырау-Самара. Европа с накопленными резервами топлива в состоянии выдержать ближайшую зиму, но в следующем году регион рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда.
Эксперты МВФ в базовом прогнозе исходят из достаточности сделанных на зиму запасов, но допускают и экстремальный сценарий сочетания аномальных холодов с полным прекращением поставок газа из России. В этом случае, по их оценкам, европейцы будут вынуждены изыскать возможности для сокращения потребления топлива на 6%, что для наиболее уязвимых стран чревато потерей порядка 3% ВВП к базовому прогнозу. Но даже если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать эту зиму, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордным высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году, говорится в докладе. МВФ констатирует, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью. По расчетам МВФ, подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.